Переходим к другим темам. Перспективы инноваций наземного транспорта в условиях деградации многолетней мерзлоты обсуждают эксперты в ходе Международного Северного форума. Еще в 2013 году были обозначены проблемы, в том числе и погодные условия, из-за которых практически сорвался северный завоз, и важный груз остался тогда в Нижнеянске. Сейчас Высший инженерный совет обозначает целью эксплуатацию вездеходной спецтехники КАМАЗ «Арктика», болотоходный паром и арктический автобус, способный выдержать экстремальные температуры до минус 70 градусов. Первые шаги по использованию уже совершены. В 2019 году появился ГОСТ, а в начале сентября этого года транспорт представили на учениях МЧС России. Сейчас необходимо привести в порядок ряд нормативных актов и технических регламентов. Мы практически начали возрождать ту практику, которая была в позднесоветское время в рамках техника Севера, когда наши перевозчики, эксплуатационники Севера привлекались к разработке техники, потом участвовали в доводочных испытаниях привозчиков. Сейчас у нас завершился первый год доводочных испытаний КАМАЗ «Арктики», еще один год предстоит. Ну и думаю, через год-полтора у нас появится техника, которая имеет официальный, скажем, допуск для эксплуатации при температурах минус 60 и предельной температуре до минус 70.